Пострадавшей от пожара второй Сухумской школе полным ходом идут ремонтно-восстановительные работы. Чтобы ознакомиться с ходом строительных работ, школу посетила комиссия по ликвидации пожара под председательством советника премьер-министра Астамура Джикирба. За это время в школе проведена большая работа. Пострадавшая при пожаре кровля и ее конструкции полностью демонтированы, а монолитные перекрытия забетонированы. Крыша здания уложена металлочерепицей. В двух учебных корпусах уже завершены внутренние отделочные работы на потолках и стенах. Осталось уложить полы. В коридорах планируется уложить керамическую плитку. Практически во всех классах старые двери будут заменены на новые. Что касается административного корпуса здания школы, то здесь проведение внутренних отделочных работ отложено на некоторое время. Единственная проблема, на мой взгляд, это недостаточная степень высыхания стен. Поэтому этого корпуса старого. Поэтому, честно говоря, и не хотелось бы делать поспешный какой-то ремонт, чтобы потом это все вылезло боком. Поэтому я думаю, что сроки запуска надо будет немножко отодвинуть, выждать полного высыхания. И там, где возможно, мы делаем все, что возможно, а там, где стены сырые, надо будет подождать. Кроме того, в школе будет восстановлена поврежденная после пожара система отопления. Также здесь будут установлены системы видеонаблюдения, дымоудаления и пожаротушения. Здесь будет пожарооповещение по всем комнатам, классам и всем этим самым подсобным помещениям. А наверху будет помимо пожарооповещения еще пожаротушение. При наличии дымозабления и все, клапан раскрывается и выбрасывается по территории порошок, который тушит этот пожар. Проект нормальный, наши эксперты просмотрели, никаких замечаний к проекту не было. Сейчас вопрос технадзора, чтобы все эти работы были сделаны согласно проекту. Все средства на ремонтно-восстановительные работы во второй Сухумской школе выделены из резервного фонда президента Абхазии. Общая смета на всю школу – это замена крыши, замена бетонных перекрытий, полный капитальный ремонт всей школы, новое оснащение полностью мебелью, замена внутренних дверей, полов, стен, отопление, система видеонаблюдения, система пожаротушения и дымоудаления. Все это составляет 72 миллиона рублей. В частности, непосредственно, я знаю, много вопросов было по этому поводу, непосредственно сметная стоимость на замену всей крыши в этой школе составляет чуть более 5 миллионов рублей. Председатель комиссии по ликвидации последствий пожара во второй средней школе Астамур Джикирба в целом дал хорошую оценку ходу ремонтно-восстановительных работ в школе. Работа комиссии будет завершена ровно тогда, когда будет объект введен в эксплуатацию. То есть хотелось, и, наверное, задача будет такая и у комиссии, да, не доводить, что мы в конце строителям говорили о том, что надо что-то переделать. Мы регулярно, практически еженедельно мониторим. И если что-то не устраивает членов комиссии, то надо отдать должное строителям, они оперативно реагируют. Директор школы Ирина Павирскир сообщила, что несмотря на ремонтные работы, торжественную линейку в честь нового учебного года они проведут во дворе родной школы. Школа начальная, вот кто переходит уже в среднее звено, старшие классы, для них мы проведем линейку здесь, потому что все 1280 детей, плюс еще бабушки, дедушки, мамы и папы, к сожалению, мы сейчас в данный момент мы не уместимся здесь. И где лежит стройматериал, все-таки опасно для детей. А другие дети в это же время начнутся по школам, где они распределены, классные часы, посвященные Дню знаний. То есть все традиционные мероприятия, которые предусмотрены 1 сентября, праздничные мероприятия, наши дети обделены не будут, они пройдут у нас в школе. Таким образом, по словам строителей, 2 учебных корпуса второй Сухумской школы будут сданы в эксплуатацию к октябрю текущего года, а административный корпус чуть позднее. Алика Трапш, Степан Мартиросян, Дэвид Анкваб. Абхазское телевидение.